добрый день. Мы продолжаем Дни Арктики в Национальной библиотеке. И сегодня я долго представлять не буду. Бызова Наталья Михайловна, наша гостья из Северного Арктического федерального университета и еще и представитель Национального парка «Русская Арктика», представит свой образовательный проект «Арктиковедение». Прошу. Добрый день, уважаемые слушатели. Сыктывкарцы, правильно я сказала? Мне очень приятно, я второй день на площадке Национальной библиотеки, и вот только что разговаривая с директором, я говорила, что мне приятно видеть, что этот дом, этот храм книги не пустует. Все время приходят люди, все время меняются локации, все время меняются мероприятия. А это говорит, что вы очень заинтересованные, любознательные люди. И сегодня мы с вами поговорим об арктиковедении. Вчера, кто был на нашей лекции, мы говорили об Арктике в целом, о ее уникальности, неповторимости. И вот этот момент, он очень важен нам для того, чтобы понять о регионе, о котором мы все как бы говорим, но современность у нас именно представляет объединение современных научных знаний и регионального компонента в образовании. Как бы мы его ни назвали. Раньше, кто учился, немножко мы постарше, у нас был краеведение называлось, да? Потом появился региональный компонент. Потом стали говорить о региональном содержании учебных дисциплин. И вот именно этот региональный подход, он способствует, понимаете, более глубокому изучению именно своего родного края, будь то история края, будь то география, или вот мы, относящие территории, регионы, относящиеся к арктической зоне России, мы с вами должны все-таки знать Арктику. Не только то, что это самый северный регион Земли, но и то, что этот регион позволяет обогатить знаниями не только конкретными о природе, об экономике, об истории этого края, но также и он позволяет устанавливать межпредметные связи, когда, разбирая даже и физические какие-нибудь дисциплины, связанные с особенностями льда, с особенностями таяния льда и так далее, мы вопросы физики можем рассматривать с учетом уже нашего конкретно арктического региона. И вы знаете, чем больше наши дети, обучающиеся любых уровней знаний, будут обращаться к родному краю, тем у нас с вами именно будет формироваться национальное самосознание, будет чувство любви к родине. И очень отрадно, что у нас, вы обратили внимание, возрождается не обучение как услуга оказанная, да, а именно воспитание человека, патриотическое воспитание. Вот это позволяет заниматься не только самокритикой. И когда встречаюсь с ребятами, с школьниками, со студентами, я всегда говорю, самокритика – вещь полезная, а вот самооплевывание, когда, знаете, мы, северяне, люди скромные, и наблюдая за нашими детьми, которые иногда в других регионах встречаются, в лагерях отдыха или на каких-то мероприятиях, и когда говорят, а что у тебя интересного, где ты живешь, о чем ты планируешь? И вот такое, знаете, скучное выражение лица, и говорят, да чего, да ничего у нас такое, да ну. И вот всегда начинается ставиться вопрос, ты почему так о себе думаешь? Ты вот раскинь даже своими, как говорится, мозгами и подумай, сколько всего интересного. И если это в других регионах, которые, посмотри, как представляют себя. И вот та выставка регионов России, которая сегодня проходит в Москве, вы знаете, и вот эту выставку надо не только ограничивать там до 8 июля, до какого-то числа. Нужно как можно больше, чтобы людей приходило и именно смотрело. Но мы сейчас с вами возвращаемся в арктический регион. Еще раз напоминаю,
Арктика – это уникальная территория. Есть такое понятие географический образ территории, который складывается из особенностей природы, истории, культуры, народов, заселяющих этот край. И я уже вчера говорила, что Арктика, по сути дела, это земной космос. Это территория бескрайности, безграничности, суровости. Какие мы еще при монохронной окраске, когда неяркие цветовые у нас с вами оттенки у этой территории, но она завораживает. И очень интересно, что люди, несмотря на все трудности, они стремятся в Арктику. Начиная с поморов, землепроходцев, дальнейшие экспедиции на парусниках. Ну, конечно, нельзя скидывать и черты самолюбия, честолюбия у человека, что вот он пришел, посмотрел, но есть какое-то магическое чувство. И сейчас это проявляется даже в том, что мы привыкли с вами отдыхать в более теплых местах. У нас ведь холодно, мы считаем. А вы обратите внимание, из года в год растет экстремальный туризм. Это не только подниматься на вершины гор мира, но очень много различных форм арктического туризма. И на снегоходах, и на оленьих упряжках, и на атомоходах, и на яхтах ледового класса. То есть вот этот регион уникален. И если мы с вами говорим об Антарктиде, то туризм в Антарктиде в основном по побережью, потому что ни одна экспедиция не возьмет туристов для того, чтобы их доставить на Южный полюс. Их могут, может быть, в будущем будет какой-то маршрут на самолете от побережья или с территории Африки, с территории Южной Америки долететь до Южного полюса, но именно экскурсии, маршруты проложены сейчас в Арктике, они открывают огромные возможности в познании, тем более на островах Арктики остались артефакты, связанные с историей освоения и открытия в этом регионе. И особенностью мы с вами уже говорили, у нас с вами идет главное – это низкие температуры, это наличие ледяных покровов не только на островах, но и по поверхности Северного Ледовитого океана. Имея опыт создания учебно-методического комплекса по географии Архангельской области, а у нас уже в регионе вот эта книга, 4-е издание географии для 8-9 классов, мы с коллективом авторов в 2021 году на фестивале «Белая книга», а я знаю, что ваша республика принимает участие в этом фестивале, привозите свои книги, мы получили даже как учебное пособие книга года. И вот уже имея опыт, а этот опыт, знаете, о чем еще говорит? Индивидуально здесь как бы не приветствуется. Это коллективный труд. И работая над изданием 5 томов Поморской энциклопедии, у нас вышла Поморская энциклопедия, я убедилась сама, будучи редактором тома природы Поморской энциклопедии, что только мы, наверное, на севере еще сохранили между собой человеческие отношения, которые позволяют именно коллективно, безвозмездно, бесплатно работать и помогать друг другу. И поэтому, имея опыт работы над учебно-методическим комплексом географии Архангельской области, это и методические разработки для учителей, это и рабочие тетради по физической и по экономической географии, мы приступили к работе над проектом «Арктиковедение», который главной целью было это расширение знаний обучающихся об Арктике, об уникальном регионе, именно представление не только конкретное, но и о целостности всей земной картины, воспитание экологической культуры, формирование активной жизненной позиции, содействие выбору профориентационной направленности. Все это и позволяет нам разработать этот проект. Обратили внимание, по многим регионам, вот я видела, например, арктическую азбуку Ямало-Ненецкого округа. Если вот кто-то будет там на этом регионе, я думаю, что эта книга есть, это буквально, такая книга формата А3, там у них на каждой странице, кроме текста, представлены методические уже картинки, в кармашках вставлены, наклейки, то есть это занимательная книга, которая по финансам региона отвечает
лицу этого региона. У вас в регионе вышла тоже книга интересная для детей. И они как бы отдельные издания. Мы же пришли к выводу, что если мы хотим создать целостную картину, то надо отходить от федеральных государственных стандартов, чтобы этот проект, этот учебно-методический комплекс именно основан был на стандартах по географии, по биологии и по истории. Вот эти 3 дисциплины мы взяли за основу. Поэтому разрабатываем, мы брали федеральные государственные стандарты для дошкольного, начального, общего основного образовательного образования и государственной политики в области экологического развития России. Что здесь мы как бы предлагаем? Во-первых, данный проект, он рассматривается в различных учебных заведениях. И сейчас мы имеем программы от дошкольного образования до студентов, но начиналось все с начальной школы. Поэтому федеральный государственный стандарт начального образования нам позволил как бы разработать, это был как бы опытный вариант программы, который сейчас наиболее активно внедряется в начальных классах школ Архангельской области. И то, что я вам говорила о коллективном подходе, то в разработке этого проекта принимает участие Национальный парк «Русская Арктика», Северный Арктический федеральный университет, Архангельский областной институт открытого образования, это там, где готовится происходит переподготовка специалистов для учебных заведений, а также и те организации, которые занимаются дополнительным образованием на территории нашей Архангельской области. Вот эти организации, которые принимали участие в разработке дошкольного образования. Пожалуй, вот это дошкольное образование у нас было последним, но так как это начало образования, мы начинаем с них. Это университет, это Русская Арктика, это институт повышения, я по-старому называю повышение образования, и Сиверка. Вот этот детский сад у нас достаточно интересный. Чем он интересен? Он очень крупный. У них, по-моему, только сотрудников больше 150 человек. И 1 марта у них юбилей, 10 лет этому садику. И этот садик находится в новом микрорайоне, и он состоит из 3 корпусов, отдельно стоящих. И такой, знаете, вот совершенно новый подход вот к дошкольному образованию. И они выиграли, забегая вперед, в 2021-2022 году грант областной на создание музея. И этот музей они назвали «Белый медвежонок», то есть у них была рекреация, и они решили именно ее по арктической тематике оформить. И пригласили нас как консультантов посмотреть, где какие карты, картины поместить. И вот разговаривая с ними, мы говорим: а у вас есть какая-то программа или что-то? Вот мы работаем по арктиковедению. Они говорят: у нас есть программа. И они, по сути дела, стали тем основанием, которое является, их первый вариант назывался «Парциальная программа «Здравствуй, Арктика». То есть они на этот музей в рекреации, созданные в одном из корпусов детского сада, они именно проводили занятия для старшей группы и для подготовительной группы. И в этой программе для детей 6-7 лет выделены у них 4 раздела. Это удивительная Арктика, животный мир Арктики, растительный мир и Арктика и человек. То есть они на реализацию этой программы каждый год выделяли 18 часов. И весь предыдущий год, после открытия этого мини-музея, в сентябре 2023 года они его открыли, и до настоящего времени туда ходят не только дети их садика в этот музей, но приходят туда и дети из садиков, которые расположены в микрорайоне, у нас называется Майская горка, а также первоклассники, потому что оформление музея достаточно интересно. Там, кроме экспонатов на стенах, у них проектор установлен, причем очень оригинально установлен. У них экраном является не на стене какая-то поверхность, а на полу. То есть проектор находится наверху, дети садятся на подушечке на пол, и они наблюдают то, что у них, как говорится, под ногами плавают медведи или там киты и так далее.
А вот первоначальный вариант, который вот первыми кто, это коллектив начальных классов школы номер 45. Эта школа интересна тем, что она является базовой школой Российской академии наук. Есть такие у нас школы, теперь появились. И вот они также, начиная вот разговаривать об артиковедении, это уже было наше предложение, что давайте мы создадим программу. Не просто все это началось еще в 2021 году, и когда эта программа была разработана, она имеет следующие особенности. То есть здесь уже мы еще не знали о дошкольном образовании, мы просто говорили, что давайте мы покажем детям начальных классов в окружающем мире, но это не окружающий мир, это дополнительные занятия, которые имеют как бы абиотическую часть, царство снега и льда, покорение, история освоения, растительный животный мир, коренное население и как итоговое занятие. То есть всего на каждый класс приходится 33-34 часа. И вот по этим программам, а вот сама книжечка, вот она издана, уже ее можно найти на сайте в электронном виде школа номер 45 города Архангельска, средняя школа. Там она была размещена, можно с ней познакомиться. И уже, так как они давно уже, несколько лет работают, был издан интерактивный словарь для младших школьников «Арктическая азбука». Значит, эта книга вышла у нас одной из первых, и самое главное, что в ее основу легло, и что было предложено учителями начальных классов, то есть эта книга и для чтения, чтобы дети учились, но самое главное, на основе ее на каждой странице, на развороте, а книга формата А4, у нас с вами предложены слова, так как подобрать слова по буквам очень сложно. Не полярный день мы назвали, а день полярный и ночь полярная потом есть. Далее дирижабль, дрейф льда. Предложены карта схемы. И для этой книги был предложен герой, Михайлушка мы его назвали, то есть медвежонок, который является у нас ростовой куклой не только в Национальном парке «Русская Арктика», но и в Северном Арктическом федеральном университете. Медведь у нас всегда встречает всех гостей в головном уборе бакалавра. То есть на каждой странице этот Михайлушка есть. Он приветствует детей на первых страницах азбуки. И обратите внимание, вот под картинкой у нас на каждой букве есть задание, что такое полярный день. То есть это вопрос после того, как они прочитают этот небольшой текст. А потом идет проектное задание. Подготовьте творческое сообщение о полярном дне. А уже на дирижабль подготовьте творческую работу о путешествии на дирижабле. Далее, если это статья, посвященная птицам Арктики, напишите письмо, например, полярной крачке. Птица, которая уникальна у нас на Земле, она имеет в году 2 лета, потому что все остальные сезоны она в миграции. Летом она прилетает в Арктику, когда полярный день начинается, к осени она собирает силы и летит в Антарктиду. В Антарктиде опять антарктическое лето, она снова возвращается в Арктику. То есть у нее по 16-18 тысяч километров в году она в полете. Птичка, она небольшая такая, с черной головкой, она хорошо плавает. Все, кстати, арктические птицы очень хорошо ныряют, очень хорошо плавают, потому что основное средство пропитания у них является рыба, которую они ловят, ныряя в арктические воды. Далее, в этой же книге у нас есть в конце книги задание. Там указаны все экологические праздники. Там есть, помните, как в русском языке мы сразу вспомнили, когда мы учились, были пропущенные слова. Предложение составлено, а по смыслу нужно выбрать слова. Такие задания. Есть ребусы, есть кроссворды. То есть эта книга, она интересна тем, что не только ребенок читает, узнает что-то новое, но ему предлагается и задание. После азбуки появилась идея написать справочное пособие. То есть автором являюсь я, там если коллектив авторов был у нас, то здесь именно меня сподвигло на написание этой книги следующее. Мы с вами в свое время, особенно старшее поколение, имели хрестоматии.
Сейчас они стали такие красочные, как книги, там геология, биология, история и так далее. А раньше были простые текстовые книжки, хрестоматия по истории, по географии, по биологии и так далее. И вот идея пришла к следующему, что азбуки недостаточно, то есть там мало информации. И даже пятиклассники, шестиклассники, они сейчас очень активные ребята, им нужно знание, причем написанное кратко и, так скажем, иллюстративно. И эта книга содержит 33 очерка, и основные разделы, они не выделены отдельными разделами, они и без алфавита выставлены. Просто там есть очерки, посвященные географическим объектам. Ну, например, мы с вами знаем слово «пролив», но на арктических картах они называются «шар». У нас есть залив, а на географических картах у нас есть губа. Печорская губа, Двинская губа и так далее. То есть здесь не только характеристика географических объектов, но и топонимика, которая характерна для арктического региона. Далее здесь описаны отдельные виды растительного и животного мира, и среди них, например, эмблема национального парка «Русская Арктика» – это нарвал. Это кит, который сейчас, как я называю молодых людей, дети-единорожки, которые выросли на различных сувенирах с рожками, да, а оказывается, в природе действительно существует такой вид животных, кит, у которого вырост левого верхнего зуба представляет собой рог, длина которого до 2-3 метров. И это зуб. Если он его обламывает, то он так и будет с обломанным зубом. И если мы с вами посмотрим на этот рог, приезжайте в Архангельск, у нас в визит-центрах эти рога не назовешь, рог есть, он действительно состоит из эмали. Это спирально закрученные, они нарастают, то есть по мере роста, появления, а рождаются они где-то до всего лишь там небольшие животные, до метра, так скажем, небольшие, а потом вырастают до 3-4 метров, то вот этот рог постепенно нарастает. До сих пор не ясно, для чего он существует, то есть как украшение, есть вариант. Далее он встречается и у самцов, и у самочек. И он, например, этим рогом, эти киты ныряют, когда они поднимают, замучивают донные отложения на небольшой глубине, да, и питаются рачками. Но внутри этого рога есть такой ствол, которым проходит нервное окончание. Поэтому считается, что вполне возможно, что этот рог для ориентации в пространстве. То есть он определяет и температуру, и, может быть, точно так же, как у нас у рыб есть, вспоминайте, когда мы рыбу чистим, такие срединные полоски по бокам рыбы. Иногда они отдельными чешуйками, иногда цветом, как на пикше. Это тоже средство ориентации. То есть птица, рыба, как бы вот кверху она не только за счет воздушного пузыря, который у нее внутри есть, да, но и вот за счет этих. Мы еще много чего не знаем в том, что считаем уже, как говорится, познанным. Далее были отдельные очерки, посвященные истории открытия по Новой Земле, по земле Франца Иосифа, так как эта книга писалась для русской Арктики, поэтому основное внимание было уделено западному сектору Арктики. О землепроходцах, об арктических капитанах. У нас в области очень много династий капитанских. И очень много поморов мизенских, терских, кандалакшских, то есть по побережью Белого моря, архангельских, которые ходили и имели свои зимовья на Новой Земле, на земле Франции, на Шпицбергене, на Груманте. И их имена до настоящего времени можно найти. И дети делают очень интересные доклады, которые посвящены, например, имени, например, мизенские школьники пишут о поморах, земляках, мизенцах, которые оставили свои имена на карте, например, Новой Земли. Потому что есть в интернете книги, которые топонимические, топонимика Новой Земли. И там каждое название каждого мыса, каждого острова не просто дано название, а именно в честь кого оно названо. И вот выбирая таким образом на конференциях, иногда очень приятно слушать, когда дети говорят, вот
там и наносят их на карту, и получается такая наглядная работа, именно возникает даже гордость, что это измезение, и появились эти люди, и мы сегодня, их имена носят географические объекты. Ну и также новые географические открытия. На прошлой нашей встрече я говорила, в книгах написано 192 острова земли Франца Иосифа. Но гидрографические экспедиции Северного флота позволили установить, что самый южный остров, остров Нордбрука, он имел залив, а в связи с таянием ледников обнаружилось, что это не залив, а пролив. И у нас теперь на карту, это уже принято на государственном уровне, несколько новых островов появилось около Новой Земли, на земле Франца Иосифа в честь гидрологов, метеорологов, работавших в арктическом регионе. У нас теперь есть западный Нордбрук и восточный Нордбрук. Поэтому вот эти новые имена, они очень интересны. Точно так же, где-то порядка, наверное, 10 лет, вот последние десятилетия, в Восточной Сибири, в восточном секторе Арктики, в Сибирском, появился остров Я-Я. Слышали о таком острове? То есть летчики летели и над одним из морей в Восточной Арктике и увидели остров. И этот остров именно они закартировали. Это не просто какой-то земля Санникова, что это ледяной остров, что иногда путают с материковой, с островной частью. Именно остров. И так как потом стали выяснять, кто же, как назвать этот остров, кто первый его увидел из двух летчиков, то каждый кричал: я увидел его первым островом, и название наберите в интернете, вы увидите, что в Арктике есть остров Я-Я, через 2 буквы Я, что первенство так и не выяснили, кто же из них первый увидел этот кусочек земли. Также мы брали как начало исследования, это коренные народы. То есть мы описали ненцев, но о ненцах мы все знаем, и я вчера говорила, у нас совершенно мало информации, как-то не воспринимаем коренными народов саамы. Хотя они, по сути дела, у нас занимают по численности населения 3-е место среди коренных народов Арктики во всем мире. Ну и, конечно, так как мы земляки Михаила Васильевича Ломоносова, мы не могли оставить этот момент. Только в Арктике имя Ломоносова носит 5 географических объектов. Есть имя Ломоносова на Марсе, есть имя Ломоносова на Луне, есть в Антарктиде, есть противотечение подводное в Атлантическом океане Ломоносова. Поэтому все эти объекты также описаны в этой книге. Кроме того, в этой книге мы попытались, хотя оно не методическое пособие, а именно как книга для чтения, есть следующие элементы методического аппарата. То есть у нас есть в тексте слово курсивом выделенное, потому что оно, ну, если обо всем писать, то очерк будет очень большой. А были отдельные рубрики, которые вот в этой книге выделены голубым цветом. Я потом вам могу показать, книга у меня здесь есть. И это расширяет информацию. Мы этот метод еще применяли в географиях Архангельской области. Далее, есть слова, которые дети не знают по ходу вот начальной школы. Например, для меня было удивлением слово, что аккумуляция горных пород для детей непонятно. Хотя есть аккумуляторы в машине, да, это накопление горных пород, отложение горных пород. И вот такие именно термины выделяются не просто курсивом, а жирным шрифтом. И в начале книги написано, что если такой шрифт вы видите, вы можете открыть последние страницы, там есть словарь этих слов. Список, конечно, литературы, интернет-источников. Далее книга проиллюстрирована. В национальном парке есть фотограф Николай Гернет. Он устраивает выставки не только в Архангельске, но и в Москве, в географическом обществе. И очень большой архив фотоматериалов имеется в национальном парке. И для каждого очерка сделан коллаж, то есть отдельные фотографии как бы началом очерка являются. Ну и вот как выглядят очерки в этой книге. Например, каменные шары острова Чампа. Это гигантские каменные такие сферолиты, они называются сфера-шар.
литос камень размером до 2 метров в диаметре и также от горошинок. До сих пор вы можете в литературе встретить историю образования этих камней. До сих пор окончательно не утверждена, чтобы все были согласны. Кто-то считает, что это конкреция, но другие говорят, нет, это не конкреция, это результат трансформации, влияния водно-ледниковых потоков и так далее. Но объекты такие есть, и все туристы, которые посещают арктические острова земли Франца Иосифа, обязательно фотографируются и посещают остров Чампа. Или вот так начинается очерк «Птичьи базары». Именно скопление птиц на скалах путешественников показывает интересных птиц, как они высиживают гнезда, но все они, повторяю, кроме того, что хорошо летают, они еще очень хорошо ныряют и очень хорошо плавают. В настоящее время закончилась работа над созданием программы учебного курса арктиковедения для 5-9 классов. То есть вот здесь уже четко мы ориентировались на ВГОСы по истории, по географии и по биологии. И попытались предложить программу, которая носит межпредметное взаимодействие и сочетает общественно-научные дисциплины, такие как история, обществознание, география и, естественно, научная физика, химия, биология и разных предметных областей. Учебный курс на сегодняшний день, программа его предложена на утверждение в Министерство образования Архангельской области. И эта программа рассчитана на часы, за счет часов части учебного плана, которые формируются участниками образовательных отношений. И по 1 часу в неделю, и общее количество за все эти 5 классов получается в общем около 170 часов. Значит, на основе придерживались стандартам, которые приняты Министерством просвещения Российской Федерации, но к нам также обратились и сотрудники Центра выявления поддержки одаренных детей «Созвездия». Они, по-моему, есть наверняка у вас такие центры одаренных детей в вашей республике. И чтобы детей познакомить с дополнительной информацией по Арктике, и была разработана программа мной 12 часов. Она уже 2-й год реализуется. То есть сначала читаются лекции в онлайн-режиме. Дети подключаются со всех районов Архангельской области. После лекции им предлагается задание, предлагаются тесты. И интерес достаточно повышается за счет того, что те дети, которые лучше всего справляются, они затем приглашаются на очную сессию в Архангельск, и они приезжают осенью или весной или летом на занятия, которые проводит этот Центр созвездия в Архангельске, и они еще проходят дополнительное обучение. Потому что далее у них есть перспектива выйти и на Сириус, то есть те проекты, и вчера мы с вами говорили, что благодаря, так скажем, в кавычках, пандемии у нас появились не только экскурсионные туристические арктические маршруты, но и появился ледокол знаний. Вот уже 2-й год он делает по 2 рейса в год до Северного полюса. И участвуют в них дети именно победители различных научных исследовательских проектов, конкурсов. И путешествия для них вот на Северный полюс из Мурманска и обратно бесплатные. Также у нас в стенах Северного Арктического мы федеральный университет, и мы имеем право разрабатывать для студентов программы, которые именно утверждаются ученым советом университета. И идея арктиковедения была поддержана не только географами, но и юристами. Потому что в Арктике очень часто и очень много еще законодательно нерешенных вопросов. Поэтому была также разработана программа, которая в 2021 году была предложена ученому совету университета. Ее утвердили, но эти дополнительные программы по выбору интересны тем, что студенты, кафедры предлагают студентам разных направлений подготовки, разных специальностей.
Их несколько, этих программ, и студенты выбирают то, что им интересно. Ну вот, по крайней мере, в этом году с 1 сентября до зимней сессии этот курс был предложен. У нас ходило около 50 человек разных специальностей, и инженеры, и филологи, и специалисты. Занятия проходили в субботу. Кроме лекционных были практические занятия, а потом было зачетное задание, которое проявлялось в том, что они просто составляли проект. Уж если первоклассники пишут проект, то студенты второго курса имеют, как говорится, все навыки написать проект именно уже по теме, которая близка его специальности, его направлению подготовки. И достаточно интересные. То есть иногда вот ребята, которые пришли к нам с кафедры перевода, они, например, занимаются немецким языком, английским языком, и они предложили работу по переводу названий, которые употребляются и часто встречаются в арктическом регионе. Сейчас я просто вам хочу предложить фоторяд примеров за эти 5 лет, какие мероприятия у нас проходят по программе Арктиковедения. Ну, это, конечно, конференции. Мы проводим не только школьные конференции, там, ну, например, у нас в Архангельской области проходит «Юность Поморья». Это областной конкурс, где дети со всех регионов сначала проходят конкурс в пределах конкурсных работ в районе, потом они выходят на областной уровень и так далее. Мы предложили, когда проводим конференцию, например, какую-нибудь взрослую, то мы обязательно делаем секцию молодежную. И по тематике взрослой конференции предлагается программа для обучающихся. Причем, если много желающих, мы даже делим это условно 5-е, 8 классы и 9-е, 11 классы, потому что сложно слушать и оценивать выступления пятиклассника и девятиклассника. И вот у нас уже в этом году будут проходить 5-е пахтусовские чтения, посвященные Пахтусову, хотя он родился в Кронштадте, но он долгое время жил в Сольвычегодске со своими родителями. Это морской офицер, который внес очень большой вклад в экспедиционные исследования Новой Земли. И похоронен он у нас на одном из кладбищ города Архангельска. И научный центр, это Северодвинска, военной Беломорской флотилии, он как бы взял шефство над вот местом захоронения Пахтусова, военного офицера. И вот уже 5-й год у нас в апреле месяце проходят пахтусовские чтения, где обязательно, кроме взрослых секций, у нас также всегда проходятся молодежные секции. Ну и эта фотография. Каждый участник получает сертификат. Мы от парка дарим памятные книги, подарки, а учителям обязательно благодарность за подготовку того или иного доклада. Далее, у нас очень много праздников экологических. И вот на этих праздниках День оленя. Вот посмотрите на первом рисунке слева учащиеся начальной школы, когда только мы начали заниматься арктиковедением, День оленя отмечали. Они устроили танцы «Увезу тебя я в тундру». Посмотрите, какие у них милые рожки сделаны. Конечно, родители тут помогали. Но вот у нас с вами такие моменты бывают. Встречи с капитанами. Вот там был опять праздник у нас, посвященный снегу. И вот там были уже учителя, нарядились в снежинки. То есть это мероприятие, которое школа проводит. И вот эта программа арктиковедения разноуровневая, она дает очень большой простор для учителей, для творчества учителей. То есть для коллектива сотрудников того или иного учебного заведения. Далее проходят мастер-классы, но это в основном начальное звено. Здесь мы с вами видим 2 визит-центра, которые у нас существуют. Это у нас вот с левой стороны на пуфиках сидят визит-центр «Русская Арктика» в Северном Арктическом федеральном университете, а вот с правой стороны это уже визит-центр национального парка в их офисе, называется «Арктическое посольство». Ну, а там показаны фотография справа, это занятия в школе. То есть детям предлагается лепка, детям предлагается создание различных из бумаг, книжечек, оригами. Далее дети очень хорошо реагируют. Вот левый нижний рисунок. У нас есть такой мастер-класс, который называется «Чемодан полярника». То есть люди, которые в Арктике на Северном полюсе побывали,
побывали 40, а то и 50 раз, потому что они сопровождают, вот Михаил вот на нижних фотографиях, он сотрудник парка уже много лет, и он сопровождает туристов и студенческий плавучий университет во время арктических экспедиций. Он бывал, поэтому рассказы, что они берут лично, их вещи, обязательно при высадках на острове, это очень интересно. Все можно потрогать, можно примерить, все это занимает детей. Далее есть и художественное направление. Это вот на базе 45-й школы у нас проходят конкурсы детского и юношеского художественного творчества от «Арктическая палитра». Чем вот они интересны. То есть это не конкурс, когда мы выделяем победителя. Это дети, которые занимаются во внеучебное время, кто-то рисует, кто-то играет на инструменте, кто-то ходит на занятия по пению, чтецы. И в результате они просто готовят этот номер, и они выступают на этом конкурсе из разных школ, то есть школы, которые расположены в непосредственной близости от 45-й школы. И они приходят, пока, если это дети, которые имеют свои картины, они приносят, устраиваются в выставке здесь же, в этом зале. Если это играет на скрипке, на виолончели, он приходит, исполняет ребенок свое произведение. То есть это такой праздник. И они, конечно, все получают какие-то сувениры, награды. И ребенок раскрывается иногда совершенно с других позиций. То есть мы его, например, знаем каким в классе, да, во время обучения, и он совершенно другой во время вот этого творческого конкурса. Он буквально иногда авторитет поднимается очень высоко. Или участники каких-то хоровых коллективов, они тоже приходят. Тем более в этой школе есть свой школьный хор. И дети также активно выступают. Далее, очень популярен арктический лекторий. Как я говорю, от пионеров до пенсионеров ходят на встречи, на лекции, и люди просто хотят узнать. Есть лектории, которые посвящены природе Арктики, есть лектории, которые посвящены истории открытия Арктики, есть встречи с интересными людьми. Вот в этом случае у нас начало вот этих встреч положил арктический кинозал. У нас уже несколько лет, по-моему, 5 или 6 лет, проходит фестиваль Arctic Open, когда, вы, наверное, слышали, к ним приезжают как иностранные режиссеры, привозят на этот кинофестиваль, он проходит в ноябре, в декабре каждого года. И проходят показы фильмов конкурсные. Там, конечно, есть номинации, жюри состоит из очень опытных сценаристов, журналистов, которые оценивают режиссеров. И когда обязательно вот площадки визит-центров, посвященные Арктике, в университете, в национальном парке, обязательно бывают встречи или или с режиссером, или со сценаристом, и он сам рассказывает, как они снимают этот фильм. Художественные фильмы мы не демонстрируем на наших площадках, мы показываем документальные фильмы. Вот в этом году, например, был очень интересный фильм, посвященный выпускникам. 2 выпускника кончили школу на острове в Беринговом проливе. То есть в школе всего человек 15 учится, а вот 2 выпускника, как они, и именно московские 2 девушки, режиссер и оператор, они засняли этот процесс выпускного вечера, как они готовились, потом как этот парнишка уехал в Москву, как он поступал и так далее. То есть это очень интересно даже с пониманием условий жизни в арктическом регионе и о том, как вот дети, которые живут, ну, так скажем, на удалении, где во всем поселке человек всего 100 проживает, и как они живут в этих условиях. Далее, эти встречи уже пошли с интересными людьми. То есть люди, которые приезжают в наш город, они с большим удовольствием встречаются с нашей аудиторией, рассказывают о себе. Вот буквально завтра приезжает у нас на первой картине, он в фотографии, это Михаил Георгиевич Малахов, герой России, он по специальности врач был, ну сейчас он уже полярником стал. Он председатель Рязанского географического общества. Он вместе с канадским полярником совершил поход с острова Элсмир из Канады до Северного полюса. Они шли пешком.
Вот, то есть, по сути дела, это человек, который дошел до Северного полюса, отметился, сейчас уже навигация хорошая, точно они дошли до Северного полюса и вернулись обратно в Канаду. Ну, он, конечно, занимается очень много интересными проектами по Арктике. Далее, это вот на средней фотографии, нижнем ряду, это именно Николай Гернет, фотохудожник. Это люди, которые писатели, ведущие центральных кинопрограмм, умники и умницы. Поэтому это всегда очень интересно и занимательно. Ну, а вот это фотография на открытии научно-методических, вот «Белый медвежонок», мини-музей в садике. А также эта площадка стала не только самого музея, но ведь очень важно готовить педагогические кадры. То есть мы не просто предлагаем программу, нужно еще людей научить, ему дать информацию. Поэтому для учителей, благодаря сотрудничеству с Институтом открытого образования Архангельской области, ежегодно проходят курсы как для учителей, специалистов по предметам, но и для учителей начальной школы, где для них читаются лекции по Арктике, предлагают им различные виды заданий, и результаты своей работы они обычно обобщают, и по результатам вот это повышение квалификации, они пишут работу, которая печатается в Институте открытого образования в виде вот такого методического пособия. Это очень важно, вы все знаете, что учителя, чтобы повысить свою категорию, они должны пройти курсы повышения квалификации и показать себя в новом направлении. Поэтому артиковедение для этого дает хорошие возможности. Ну и нашу работу уже в 2020 году мы получили диплом победителя в номинации «Экологическое воспитание и просвещение». Проект «Арктиковедение» был представлен Арктической азбукой. И мы получили вот первое место на конкурсе международном имени Вернадского. А наши коллеги, с которыми мы сотрудничаем, вот мини-музей «Белый медвежонок», вот как выглядит их музей вот в рекреациях, обратите внимание. Вот этот кинозал, который я так условно называю, когда дети смотрят не на стенку, а на пол. У них есть небольшая библиотека тут же в рекреации. У них имеется небольшой такой игрушечный отдел. Это же дети, старшие и средние группы. И их коллектив, вот эти активные воспитатели, методисты, директор детского сада «Северка» на 7-м всероссийском конкурсе инициативного бюджетирования стал победителем в конкурсе лучших проектов, моделей и практики инициативного бюджетирования в номинации «Самый оригинальный проект». И они получили вот такой диплом за первое место, а также они получили специальный приз научного журнала «Российская Арктика». Все это проходило в октябре 2023 года. И вот тут мы видим, министр финансов Силуанов их поздравляет. Это очень приятно, потому что они сами, а сейчас у них, вы знаете что, новая идея. У них, так как 3 помещения, 3 здания, у них есть прилегающая территория, они создают арктический сад. Там у них и арктические аптекарские посадки, и различные уникальные. То есть вот когда собираются творческие люди, они именно вот, когда есть коллектив, когда поддерживают друг друга, и это все дает хорошие результаты. И это даже интересно самим для работы. И, конечно, их энтузиазм передается и родителям, потому что одни воспитатели без поддержки родителей, без настроя детей на эту работу ничего хорошего не достигнут. Мы продолжаем нашу работу. У нас впереди разработка учебно-методических комплексов по программам. То есть вот особенно сейчас у нас все внимание уделено 5-9 классам. Мы планируем на основе опыта, если географию мы писали для 2 классов, 8-9 класс Архангельской области, то в прошлом году был закончен проект по написанию истории Архангельской области. Были написаны, по-моему, 5 учебников. Именно дополнительно к учебным пособиям по истории России была написана история Архангельской области. И вот по проекту «Арктиковедение» с учетом географии, биологии, истории, мы, если нашу программу утверждают, мы приложим все усилия, чтобы написать учебники для 5, для 6, 7, 8, 9 классов.
Спасибо. Если есть вопросы, Я сейчас то... подойду. Мгм. Пожалуйста. К сожалению, я самого главного не увидела. Структуру программы. Эта программа, вот если мы по начальной школе вам показали разделы, книжечка, да, ну, презентация, по начальной то школе. 5-9 класс мы сейчас не можем показать, потому что он на обсуждении, на утверждении в министерстве. Как только она будет, вот нам говорят, принимаем, мы его издаем такой книжечкой, в электронном виде размещаем, там у нас расписано по урокам, по темам. Так, а для САФУ? А для САФУ там 12, а я что-то и не подумала. Там Ну, у вот нас это идут... было бы очень интересно. Структуру, соотношение экологии, социально-экономических вещей, физической географии. И еще у меня вопрос. Это факультативный курс? Нет, Вот 5-9? нет, это за счет регионального компонента, за счет тех часов, которые предусмотрены для расширения. Ну, это решается, будут они этим заниматься или нет, как мне объяснили на собрании, когда администрация университета, школы утверждает, и этот родительский коллектив. Теперь вот выбор дополнительного использования часов определяется вот в таким... Ну, то есть, вероятно, все-таки в Архангельской области он будет обязательный. так Я думаю, понимаю. что знаете, как будет? Если его утвердят, и он будет предложен, то потом будет предложено школам, и школы все равно должны согласовать. Потому что сейчас, особенно в школах, ну, так скажем, частных школах, доходит до того, что выбирает язык дополнительный к изучению. То есть, условно, английский изучают, а потом ставят вопрос, и есть даже, говорят, прецеденты, где китайский хотят изучать язык. Поэтому здесь должно еще быть, ну, популяризация, пропаганда, рассказ, но решать будет школа. И еще у меня один вопрос. Значит, прозвучало так, что вот эта программа арктиковедения, она в САФУ для разных специальностей Да. будет как бы дифференцирована. Нет, Там, ну, вот вы так сказали. Нет, я, значит, там немножко одним говорю- будет больше, другим меньше. Вот я имею в виду структура междисциплинарная. Там Междисциплинарная- технарям будет что-то. Нет, я сейчас так. поняла, я поняла, значит, я немножко нечетко сформулировала. Значит, по артиковедению для студентов. У нас программа была составлена следующим образом. Она рассчитана была, по-моему, на 24 аудиторных занятий. Из них половина идет лекционная, половина практическая. И из них еще половина – это, естественно, научное направление, связанное с историей освоения, с природой Арктики, ресурсами Арктики. А вторая половина – законодательная, потому что 2 кафедры работали. То есть это как бы юриспруденция, как устанавливаются законы в Арктике, советы, там, арктические советы и так далее. И это читается всем, кто записался, независимо от специальности. У нас студенты выбирают, ну, то есть он может выбрать курс толерантности, например, как доп. Специальность, может выбрать логистику, может выбрать там дополнительную математику, но им было предложено еще артиковедение. Ну, а социально-экономический блок вот нигде не звучит. Социально-экономический Там, мы... значит, юристы, право, Да, тут природа, вот экология. мы с экономикой много не брали. Нет, Нет, но ведь это же очень важно. Ведь как Мы эту вскочила Архангельск и Новодвинск, не будучи даже районами Крайнего Севера, прямо в Арктику? Они попали за счет того, что они находятся Да, это понятно. на территории Приморского района Да, Архангельской потому что был области. выбран специальный такой критерий. Нет, я просто говорю о том, что... Это вполне возможно. Ну вот это был первый опыт в этой программе. Ведь ее можно уточнить с учетом, вот как вы говорите, предложений, ее можно доработать и опять выставить ее на ученый совет для утверждения. Но вот специфика студентов, кто на чем учится, было в проектах, когда они защищали. То есть если они биологи, то они говорили со своим биологическим уклоном. Если это у нас были юристы, правоведения и так далее, они писали. Если вот экономистов, кстати, не было. Вот это интересно. Хотя мы видим, что сейчас делается вот с управленческими делами. Опорные зоны меняются на опорные города. Да. И Вот я просто физгеограф, стратегия я развития приношу извинения, Арктики. я не специалист, и поэтому Ну, вполне возможно это и не нашло отражения в той работе. Вот я полностью вот как бы, но идея хорошая, социально-экономическую надо часть, конечно, брать. И в этом надо брать, может быть, в следующий раз писать уже программу не с юристами,
а с экономистами, которые именно вот, возьмут вот эту социально-экономическую часть. Хотя при работе над лекциями, работы Пилясова, например, мы читаем, например, его вот последняя книга, я видела по Ненецкому округу, книга очень замечательная. Ну, последняя это, наверное, промышленная политика. Вот она так и называется, Ненецкий автономный округ, и они именно дают характеристику этого региона, его плюсы они и минусы. делали работу в Институт консалтинга. Да, вот эта работа. До этого он часто приезжает к нам в университет, и вот у него до этого было выступление, я слышала, по Сибири. По Магадану, он там, по Западной Сибири. И когда я увидела Ненецкий округ, то это было, нам-то вообще это близко. Поэтому я принимаю ваше замечание, и это надо учитывать, конечно. Спасибо. Финансирование идет вот за счет того, что... Финансирование чего? Издания, вот я вам говорю, пока работают все на энтузиазме, то есть это просто идет как дополнительные учителей, это как дополнительные разработки к их категорийности. Мы работаем как по программе, вот я сейчас являюсь директором, до этого я была заведующей кафедрой географии, а сейчас я директор визит-центра «Русская Арктика» в Северном университете, то есть это в плане моей работы. А издания, пока что вот эти две книги, которые у нас вышли по азбуке и по книге, финансировал Национальный парк «Русская Арктика». А программы, вот эти книжечки, социальная программа, начальное образование, это школы издавали. Да, пока это официально нам никто денег не дает. А вот в этом мы видим, что как бы надеемся и нас поддерживает Институт открытого образования. То есть, когда они являются, во-первых, главными рецензентами Института повышения квалификации, потому что именно за этим институтом право присвоения изданию учебное пособие. У вас ведь тоже, наверное, в Коми Республике есть, у вас есть учреждение, которое должен обязательно рецензировать учебные издания. Это не просто, почему наша книга для чтения, вот эта, которая вот синенькая книга, мы ее называем «Книга для чтения», хотя мы, когда ее создавали, мы думали, что это будет как учебное пособие, потому что и аппарат методический сделали, но оно издавалось за счет Министерства природных ресурсов, но они не получили, мы не прошли через институт, вот этот методический совет Института открытого образования. Поэтому говорить о нем как учебном пособии мы не имеем права. Это книга для чтения. Поэтому те книги, которые не проходят этот совет, они не могут считаться учебными пособиями. А пока все на энтузиазме. Если еще есть вопросы? Вы знаете, вот для того, чтобы не только вот Арктикой, я так рекомендую, надо заниматься своим регионом, вот как мы делали по области. Это география Коми, это история Коми. Биология, пожалуй, тут ничего нового, я не хочу обидеть, если есть биологи, просто что-то оригинального, 1-2 вида. А если его брать вместе со стыковкой с ресурсной базой, там, и развитие промыслов и так далее, то это скорее вот экономика. И эти учебные пособия, они очень будут интересны для детей. Они являются очень большим подспорьем для проектной деятельности, для исследовательской деятельности, когда в одном месте кратко дается информация и дает направление, где это можно еще посмотреть. Так что желаю вам, чтобы надо свой регион описывать, и это очень перспективно для учителей, для категорийности, то есть это свое. И наша эта задача не навязывать свое, то есть мы даем как бы программу, она как стандарт, а дальше творчество учителя, дальше творчество воспитателя, и это очень находит хороший отклик. Так, не слышу. Но они, в принципе, нас поддерживают, да, мы ничего не делаем, не навязываем, мы пишем, они создают методические комиссии, мы вызывают рецензентов, как на диссертационных исследованиях, и, получив положительные отзывы, независимо от нас, мы отдаем материал. Вот сейчас я вам сказала, по 5-9 классам у меня материал лежит в министерстве.
Поэтому, когда они соберут, вызовут нам, может, замечания скажут, на что-то будут переделать, только тогда я могу вам, как вот говорили, где это можно посмотреть, я могу вам представить. Это в рабочем варианте. Но он, по крайней мере, материализован до 9 класса. То есть наш первичный вариант. Все, спасибо большое, Наталья Михайловна. Спасибо вам большое И, за то, что... Хочу напомнить, что еще несколько экземпляров этой книги внизу, наверное, еще лежат на продажу. Недорого. Но это вы торгуете, не мы. Это мы То торгуем, есть да. это не мы тут не бизнес приехали делать. Вдруг кому-то стало интересно. Вы-то в Нет. подарок получили. Я поняла. Спасибо вам большое за внимание.